Уважаемый президент, уважаемые участники и гости форума проектов программ союзного государства, 6-го форума вузов инженерно-технологического профиля. Сегодня в Белорусском национальном техническом университете с участием Национального исследовательского университета Московский энергетический институт начинает работу форум проектов программ союзного государства, 6-й форум вузов инженерно-технологического профиля, организованный и проводимый при поддержке Постоянного комитета союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства образования и науки Российской Федерации. Искренне поздравляю всех присутствующих с началом проведения этого важного события в образовательной, научной и инновационной сферах двух государств, разных народов. Прошедшие предыдущие 5 лет в нашем университете форумы вузов продемонстрировали стремление к созданию эффективной платформы взаимодействия технических вузов Беларуси и России, заметную активизацию межвузовского сотрудничества. При этом существенно расширились академическая мобильность студентов, преподавателей, ученых и специалистов, обмен опытом, подготовки кадров, трансфер технологий в рамках совместных проектов и программ. Решения форума способствовали совершенствованию подготовки инженерных кадров, в том числе кадров высшей научной квалификации, по приоритетным направлениям развития экономики союзного государства. В условиях глобализации и усиления конкуренции во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к возникновению и укреплению региональных экономических объединений. С учетом сохраняющихся кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе, интеграционные процессы приобретают еще большую актуальность и значимость. Объединенные общими интересами и задачами государства более успешно действуют в глобальной экономике, получая при этом реальное конкурентное преимущество. Именно такой интеграционный принцип в налаживании кооперации между вузами Беларуси и России лежит в основе концепции форумов и вузов союзного государства, в том числе и форума, проводимого сегодня. Здесь уместно привести несколько примеров успешного сотрудничества БНТУ, как хозяина площадки форума, с вузами России. Исключительно важным и взаимополезным направлением сотрудничества является практика организации стажировок белорусских и российских ученых и специалистов в университетах, научных организациях и на промышленных предприятиях наших стран. Только за прошедший год более 50 ученых и специалистов приоритетных направлений науки и техники участвовали в научном обмене. В ходе стажировок отрабатывались вопросы научно-технического характера, проходил активный обмен опытом и, что очень важно, устанавливались личные контакты между учеными и специалистами, способствующие стабильному взаимодействию и практическим результатам. Уважаемые коллеги, известно, что в Республике Беларусь с участием Российской Федерации развивается атомная энергетика, которая открывает новые возможности для экономики нашей страны. Это носит исторический характер, поскольку от активной позиции зависит энергетическая безопасность и политическая независимость будущих поколений. Вузы инженерно-технологического направления непосредственно подключены к подготовке кадров для атомной энергетики. В этом процессе активное содействие БНТУ оказывали и продолжают оказывать Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, партнер по организации форума Московский энергетический институт, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, филиал МИФИ в городе Обнинске. Ежегодно студенты БНТУ принимают участие в семинаре «Ядерная энергетика и нераспространение. Ответы на вызовы современности» в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. По разным формам образования и повышения квалификации более 80 студентов и преподавателей БНТУ прошли обучение в российских учреждениях высшего образования. 40 студентов и магистрантов энергетического факультета нашего университета прошли стажировку в прошлом учебном году в российских учебно-тренировочных центрах атомных электростанций и на самих АЭС. Команда студентов энергетического факультета приняли участие в Международной студенческой олимпиаде электротехника и Всероссийской студенческой олимпиаде теплотехника в Ивановском государственном энергетическом университете, где заняли 3-е командное место, а в игре «Знаешь ли ты электротехнику» 1-е место, а также в личном зачете 3 студентки заняли 1-е и 2 вторых места. 10 преподавателей российских вузов, это Севастопольский государственный университет или Институт атомной энергии и промышленности, МИФИ и его филиал в городе Обнинске, читали в прошлом году, в учебном году лекции студентам энергетического факультета. Пользуясь случаем, позвольте выразить искреннюю признательность и благодарность руководству, преподавателям и специалистам указанных российских университетов, учебных центров и атомных электростанций за неоценимую помощь в подготовке будущих инженеров-ядерщиков Республики Беларусь. Спасибо большое.
В связи с этим просил бы руководство союзного государства оказать поддержку в практической реализации предложения, касающегося создания межвузовского центра союзного государства по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для атомной энергетики. Подобное предложение уже звучало на форуме в 2015 году, когда предлагалось открыть белорусское отделение в структуре Белорусского национального технического университета, а российское отделение в структуре Нижегородского государственного университета имени Алексеева или какого-то другого уже России. Открываются хорошие перспективы для сотрудничества факультета горного дела БНТУ и Санкт-Петербургского горного университета, на базе которого на заседании 202-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже 15 октября этого года единогласно принято решение о создании Международного центра компетенции в сфере горно-технического образования под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня от Горного университета в работе форума принимают 46 представителей. Вы их легко узнаете по форме, и они находятся сейчас у нас в зале. Учащиеся молодежь инженерно-технологических вузов союзного государства активно взаимодействует в культурной и спортивной сферах. Традиционным стал ежегодный международный легкоатлетический пробег Минск-Ижевск-Минск. И есть предложение организовать пробег во знаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продлив его до Бреста. Это будет иметь хороший воспитательный эффект для учащейся молодежи нашей государства. Уважаемое высокое собрание, главная тема форума «Глобальная энергетика, партнерство и устойчивое развитие стран и технологий» является продолжением интеграции образовательных программ и систем союзного государства в плане развития индустрии будущего, поддержки молодежной науки, вовлечение учащейся молодежи в инновационную деятельность и предпринимательство и в конечном итоге содействие укреплению экономического потенциала нашего государства. Известно, что в Республике Беларусь 2017 год объявлен годом науки. В республиканском плане по проведению года науки уделяется большое внимание развитию молодежной науки. В частности, предусмотрены и уже проведены такие мероприятия, как конкурсы и олимпиады среди молодежи в сфере науки, в том числе 23-й республиканский конкурс научных работ студентов, республиканский конкурс для программистов по дополненной реальности среди школьников и студентов, республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» с участием проектов молодых ученых, республиканский фестиваль «Рубофест», стажировки молодых ученых, ведущих международных научных центров, дни открытых дверей в научных организациях и другие. Как видим, тематика форума союзного государства созвучна с мероприятиями Года науки в Республике Беларусь. Уместно обратить внимание присутствующих на важном аспекте всех проводимых форумов. Практически на всех форумах рассматриваются вопросы поддержки творческой инициативы учащейся молодежи, развития ее талантов, направления молодежи на стезю науки. В свое время Виссарион Григорьевич Белинский сказал мудрую мысль: ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. Такого рода подход к учащейся молодежи к становлению будущего ученого представляется перспективным с точки зрения формирования прочного научного фундамента, создающего основу экономики и социальную стабильность в обществе. В работе форума принимают участие магистранты, аспиранты, ведущие ученые и специалисты более чем 50 высших учебных заведений России, Беларуси, Украины, Китая, Казахстана, Польши, Испании, Алжира, Германии. Поэтому мы с удовольствием отмечаем, что наш форум стал интернациональной площадкой обмена идеями по ключевым глобальным вызовам. Уважаемые участники, нынешний форум – это важный вклад в укрепление интеграции вузовского научного сообщества союзного государства, способствующего формированию высокопрофессиональных кадров будущего, созданию передовых технологий и инновационных производств, укреплению и взаимодополняемости экономики и, что немаловажно, осознающего свою гражданскую ответственность за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения Беларуси и России. От имени организаторов и участников я выражаю искреннюю благодарность руководству Постоянного комитета союзного государства и персонально Григорию Алексеевичу Рапоте за активное личное кураторство всех вопросов подготовки форума. Уважаемые друзья, желаю участникам успехов в совершенствовании системы подготовки инженерных кадров, творческих решений и конструктивных дискуссий, перспективных инициатив, направленных на реальный вклад в укрепление и развитие всех участвующих стран. Объявляю 6-й форум вузов инженерно-технологического профиля Беларуси и России открытым.